10 марта, ребят. Всех сразу поздравляю с весной, с прошедшим женским днем, ребята. Мы с Ларисой Юрьевной также выезжали на лед 8 марта отметить этот праздник. Ездили по щуке, ребят, расставили палатку, посидели. Была погода ужасная, был такой снегопад сырой, что просто вообще мы были все сырые, благо сидели в палатке. Это нас спасло, а так щука, ребят, ни одного флага, вообще скучно было. Мы до обеда посидели, собрались и, короче, рванули домой. Ну, конечно, приготовили вкусняк, отметили, это было здорово. Сейчас включу пару моментов с этой рыбалки, что и как происходило. В целом, ребята отдохнули, ей понравилось. Так что всех женщин на канале с прошедшим праздником. Лучше поздно, чем никогда. Что, Ларис, помогай. Стол. Стол. Сейчас сразу палатку достанем. Быстро поставим, чтобы можно было вещи занести. Ты пока там начнешь делами заниматься, я этот жалюзи расставлю. Че, здесь это поставим, да? Стол же влезет нам, да? Не знаю. А посмотрим. Новый стол. А? Не возил. Раз. Фиеста. Два. Давай. Фу. Как тут и было. Нормально, что не влезет-то. Обзор делал на палатку. Может, пацаны пишут, ну. Бля, какой там, говорит, Андрюха, говорит, четвером. Одному-то, говорит, еле неудобно. Да нормально, говорю, что. Сейчас 8 марта, дамы все лежат в постелях, получают цветы от мужей. Понимаешь? Кофе в постель. А тут, скажи, блядь, привез меня. Да, еще с утра заставил в кухне. Что, теперь мы точно все сделали. Жалюзи расставлены. Остается ждать 9 ровно. Ждем поклевку. Вот так у нас получилось. Вот такой рядок. По прямой сделал. Не ходил, не петлял. Глубина, в принципе, одинаковая, где-то 1,5 метра. Нормально. Ну все, ждем поклевочку. Смесь красок, да? Красиво смотрится. Красиво, да, смотри. Не так вот. Что такое делаешь? У нас будут тофты с овощами и перепелиным яйцом. Фига себе. Я думаю, может выкладывать, да, сразу. Так сейчас так и сделаем.
жуткие, нет. Вот такая штука, ребят, смотрите. Вкуснятина. Что, ребят, вот такая штука получилась. Как обычно, вкусняхи от Ларисы Юрьевны. Ну, вот классный завтрак, да, вообще? Да. Просто тостовый хлеб. Вот середину вырезала, получается. Немного овощей пожарили и яйцом все запечатываешь. Такая штуковина получается. Я уже один запитонил. Вкусно вообще. Сейчас мы так с Чайковским побалуемся, перекусим. Полевая кухня. Ну, не знаю, что получится. Что получится? Ништяк получится. Думаешь? Конечно. Давай, сковородку включай. Масло надо, Ларис. Немножко. Нужно было воду, конечно, включить, если у нас нет воды. Ну да, с озера нежелательно. Потому что озеро такое. А что, думаю, запечатать уже почти как получилось. Так, надо не надо, чтобы горело. Угу. И вот там надо много. Всё, чебуреки. Две щуки-то оставь. Все-таки надеемся. Здесь еще, значит, уже. Ну, давай. О, пошла возня. Так. Суп течет. Угу, смотри. Ну что, классно. Сегодня, ребят, выехал с перспективного места. Здесь и щука, и белая. Сейчас расставлю жерлицы. Время 10 утра, уже поздновато. Но день длинный, может до 7 вечера рыбачить. Так что, ребят, времени вагон. Сильно не спешил, были дела. И вот решил все-таки приехать. Сейчас по бережку здесь, ребят, поставлю жерлички, так как живец остался у нас с прошлой рыбалочки. Жалко мне его выбрасывать. Вот здесь у нас он присутствует. Вон штук 10 как раз осталось. Хороший живец. Здесь закидаюсь. А сам поднимусь выше. И будем сегодня рыбачить белую. Ребята говорят, что поклевывает. Достойно поклевывает. Хорошо. Так что посмотрим сегодня, ребят. Ладно, не теряем времени. Расставляемся и поднимаемся выше. Будем пробовать. Ехал по льду. Много воды вышло за эти дни. Вот так закидывают. Взял палатку, ребят, просушить, так как тут раз сидели. Блин, она вообще вся промокла. Высушить не было возможности. Думаю, возьму я ее с собой. Расправлю и пускай сохнет. Сейчас тут сильно разбуривать не буду. Лунок по берегу много старых. Здесь такой коряжник интересный. Тростник. Старые луночки пробурю. 10 жиличек поставлю и поедем. Ну что, посмотрим. Я в камеру здесь смотрел, ребят. Здесь, в принципе, такая достойная глубина возле берега. Много коряк. И в камеру даже попадала щука. Не крупная, правда, но... Сейчас быстро разбуримся и поставим. Аквариат поставим. Не будем экспериментировать ничего. Посмотрим.
Вон тут даже не замерзшие есть. Вот так вот. С лунки, ребят, видно, какой-то мормыш выходит. Сейчас быстренько поставим. На улице тепло, +3. Шикарная погода. Видно, что народ присутствует. Сейчас 2 техники уже проехала наверх, и видно, там народ гуляет. Правда, не буду увидеть, потому что буду за поворотом, но периодически буду приходить, то бишь смотреть. Есть монокль. Можно смотреть в монокль. А да, будет загар. Раз, два, три, 4. Вон то, что нам глубина. И живчик у нас остался. Жалко мне его, что он пропадет. Ну вот так и закидаем тут по бережку. Посмотрим. Идем дальше. Не успел, ребят, поставить уже на первый загар. Тут уже бомбанул, блин. Интересно. Кто-то уже сработал. Щука, значит, есть. Может, окунь. Перехлёст, ребят, сильный. Вот так вот бывает. Кто-то уже улупил нам. Походу сорвало живца. Да? Вот так, ребята. Первая поклевка сразу же. Раз, два, три, 4. На мелях. Я там уже бурился, там уже в песок попал. А здесь вот свальчик идет. Малышка какая-то. Щука, походу, не крупная. Вон пескарика поставил. Шикарного. Пескарь, конечно, живец вообще мощный. Вот так вот. Уже сработка. Что-то будешь резко делать, дернуло, сорвало. Опять отошел. О, мотает, ребят. Опять сработало. Надо потихоньку подходить. О, крутит. Что-то крутит, раскручивает. Глубина маленькая. Щука может испугаться. Только отошел, хотел продолжать установку. Слушай, щелк. Да. Еще рогайки, наверное, стоят не крупные. Потому что когда окуня искали в камеру, проплывали вот такие здесь курносые, не крупные. Посмотрим. Пескарь-то там хорошенький такой. Он забирает. Есть. Есть. Ну, я же говорю, ребят, вот такие некрупные в пьявках. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 подруга, сейчас запутаешь тут все меня. Так, мне надо инструмент достать, чтобы тебя отпустить.
Расставиться не даст. Так и понял, что тут чурогайка не крупная. Блин, зевник. Зевник я, наверное, и пальцы разорву. Крючочек. Подружка, дай аккуратненько извлеку. И пойдешь гулять дальше. Можешь доедать. Дай пескаря, так и быть. Оставлю. Вон такие пиявки на ней. В траве тут стоит. Ну вот, как-то так. Прикольно. Щучка срабатывает. Наверное, та же и была. Ладно, поставим. Может, что покрупнее будет. Давай, третий раз. Вот глубина, ребят, смотрите, из-под льда вообще ни о чем. Там уже мелко, а здесь свал более-менее. Вот такая маленькая плотвичка. Вот так говорит клево, вот так нормально. Какой-то эльдорадо. Ставлю вот после той щучки вторую, получается. Это срабатывает. Охренеть, блин. Раз, 3, 4. Тут пятая жерлица у меня была. Щелкнула. Я там маленькую плотвичку поставил. В логово попал, короче. Мелкой щуки, походу. Не дают расставиться. Ну не крутит вроде. А нет, мотает. Будем подсекать. Глубина небольшая. Будем ждать. Ну, тихо ходить. Подождем. Ничего, угорает, что ли, ребят? Смотрите. Это бахнуло. Тут мотает, блин. Есть. Чурогайка. Капец. И там сработал. Я только к этой подошел. Жесть. Ай, блин, смешно. Я говорю, тут в логово в мелочи попал. Так, надо мне этот живец крупный насаживать. Иначе мне тут не дадут они расставляться. Что творят, блин. Походу их тут кишит этой щуки мелкой, блин. Крупная же должна быть все равно. Сейчас тут подождем. Если нет, надо зевник доставать, да, отпускать. Ну тепло на улице, ничего щуки не будет. Нормально будет все. Жесть. 4-я сработка. Это вот 6-я жерлица получается. У меня тут есть крупный живец. Крупного насадить. Конечно, такую ты насаживаешь, она сразу моментально хватает. Ну что, тут проверяем. А тут тростник цепляется. Размотала так прилично. Так, ладно, эту заряжаю. Идем за зевником доставать. Раз, два, три, 4. Вон там, вот такие там, ребят, такая трава там стоит. Вот там эта щука плавает. Слишком здоровый. Здоровенный. Бодрый живец, ребят, смотрите, какой классный. Столько времени дома был. Ничего, нормально. Вот такую плотвичку насадим. И ту отцеплять идем.
Что там подруга у нас? Тоже, ребят, смотрите, в пявках вся. Тихо, 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 тихо. Тихо, подруга. Все сейчас зависит от тебя, как ты будешь себя вести. Если все хорошо, все получится, то я тебя отпускаю. И идешь во свояси. Даже тебе оставлю платвичку-то есть. Да, зевни, конечно, разорвет в пасть. Вот так вот. Иди с платвичкой. Дай. Давай, курнулся, подружка. Весело, ребята. Весело, весело. Конечно, не наш размер, но что. Видите, ребята, если она есть, она сразу хватает. Долго не ждет. Без проблем. А пробовали здесь на балансир? В камеру, когда я видел. Нет, она не хочет балансир брать. Надо мясо. Ладно, насаживаем. Продолжаем установку. Только, ребят, расставился. Иду, взял ведро. Пойду, думал, к мотособаке. Щелк опять на глазах. Что ты будешь делать, а? Не отпускают меня на рыбалку. Рыбу ловить не отпускают, не дают. Постоим, посмотрим. Срезал, наверное, очень хлесткий удар был, быстрая размотка. Да, 5-й флаг получается, 2 щучки. Это, конечно, смешно, но это все равно же должна быть хорошая, съедобная, плавать рядом. Щучье, ну, место щучье, логово хорошее. Может, кто-то и проплывет. Походу срезала, не мотает больше. Ребят, там в конце щелкнуло. Самое крайнее. Что ты будешь делать, блин, а? 6-я сработка. В самом конце щелкнуло. Капец, да, капец. Вроде разматывает потихоньку. Это жесть, просто не дают установиться. Да, весело. Ну, забирает. Есть. О, тут уже, ребят, посимпатичнее. Как посимпатичнее. Такая не крупная. Пискаря. Ну, грамм сколько здесь? 400-500. Ладно, с пискарем. С пискарем тоже отправим ее домой. Всех живцов поели. Пока самая крупная. Туда надо идти, может там разматывать. Вон глубина, ребят, смотрите, какая. Все, у меня остались монстры. Здоровенная плотва. Я уже, кстати, ее насаживал. Вон. Дырка уже такая мягкая. Надо новенькую сделать. Ну, тут если уже хапнет нормально. Надо сразу флажочек подмять. Живет здоровый, чтобы не сработало. Ладно, пойдем туда смотреть. Уехать не дают. 6 сработок. 3 щуки. Что ты будешь делать, ребят? Дойти не дают. Только камеру щелкнул, выключил, пошел к той. Это щелкнуло. О, мотает. Капец, бля. Там не знаю, что творится. Я ушел с первой жалицы. Насадил. Вот, пожалуйста. Щуки атакуют просто. Не дают порыбачить.
Сейчас будет переворачивать, наверное, долго. Может туда сходить посмотреть. Мотает. Подождем тогда здесь. Надо долго не давать, чтобы разматывал. Коряги. О. Это, ребят, уже 500 грамм, что такую возьмем, наверное, да? Такая уже более-менее. Так, ладно, сходим туда. Вот, если долго будем держать, то вот она, там коряк много заведет. Схожу туда, потом сюда вернусь. Здесь, наверное, срезала, скорее всего. Потому что, да, больше не разматывал. Как я петлю оставил, так и есть. Хлесткий удар, живца нету. Раз, два, три. 3,5-4 оборота делаю. Так, ну что, здорового пескаря в ход поставим. Вот такого, блин, на течение, ребят, ночью вечером сидели, такие красавцы клювали. Классно живец, на самом деле классный. Так, тут тоже надо подзаглянуть, чтобы холостой не было. Не дают, ребят, уехать, не дают, честное слово. Я не знаю, что то отцепим. Капец. Но которых отпустил, я думаю, они же больше не должны клювать. У всех живца оставил во рту. Так что я думаю, не должны больше клювакать. Жаренка возьмем. Я тоже не крупная. Посмотрим, что там у него, как дела. Живот полный, жирует щука. Значит, река пошла. Надо ехать на реку, жерлицы ставить. Тоже, конечно, щура-гаечка-то не крупная. Такая самая крупная из этих сегодняшних. Запутала что-то тут все у меня. Так можно цепить без зевника. Вот чем я боялся. Наказала меня. Ах, зараза. Ну, наказала, так будешь жарено сегодня у нас. Ах, блин. Боялся. Обычно, ребят, я шею ломаю, чтобы такого не было. Да, это надолго. Ладно. Наживляем, ставим. Что у меня тут 2 монстра осталось? Живцы, конечно, кони. Такие кони. Ну ничего нету больше, что сделать. Пускай кони будут. Вон, кровушкой своей помажу. Айда. Трофей возьмет. А, сейчас кровь будет целый день идти. Хотел ее отпустить. Наказала меня. А что, пасть маленькая? Тут зевник сам по себе вот так сгибается, а он уже расширен вон так. Это на такую, на трофейную щуку. Капец, все в крови сейчас будет. Сколько, ребят, я уже сбился с поклевок. Капец, блин, весело. Вот так, ребят, смотрите, полоскает. Там ранка-то всего лишь небольшая. У меня вроде скотч был или изолента, только она поможет. Вот многие писали, советовали. Андрюха говорит, возьми медицинский клей вот для таких вещей. Потому что щука пускает жидкость, ну я яд называю, и кровь просто не останавливается.
Да, вон. Она просто херачит. Допустим, порез уже давно бы остановился, а вот эта рамка, она будет сейчас целый день кровоточить. Что-то у меня где-то было здесь в пакете. Ага, скотч есть. Вообще труба, ребят, смотрите, что творится. Опасная вот эта хрень. Не то, что опасная. Рана-то небольшая, просто этот, как его, целый день вот кровоточит. Вещи все измораешь, блин. Сейчас скотчем перемотаюсь как-нибудь. Так, хочешь остановить. Полотенца тоже ничего такого нету. Так, хоть забинтуюсь маломайски, чтобы остановить кровь. Надо прикупить вот этот клей. Пацаны советовали, кто-то в комментарии писал. Андрюха говорит, возьми. Потому что сейчас много рыбалок будет по щуке. Вот так хотя бы. Что вожу. Так на всякий случай бывает. Пакеты мусорные там туда-сюда. Скотч, изолента. Пригодится. Ну вот так хоть немного остановим кровь. Получше будет. Только, ребят, только собрал. Упаковал сани. Последняя опять щелкнула. Что ты будешь делать? Там может живец. А живца мы там здорово насаживаем. Ну как мотает жестко. А, мотает. На нем, кстати, сработка была. На эту мы достали сейчас с корягой. Есть. Ай, блин. Такая же. Такая же подруга. Такая же некрупная. Не постеснялась, плотву крупную захавала. Там у меня ельчик еще один есть здоровый. Поставим. 8-я сработка, 6-я щука. Да, щучье логово тут конкретно. Палец замотал, неудобно немножко. Раз, два, три, 4. Да, здесь крупную ставил, он флаг я поднял. Вон глубина, ребят, смотрите. Так что никаких ям не надо. На мелях хорошо все работает. 6 щук, 8 сработок. Офигеть. Или 5 щук. Я уже сбился. Ладно, поедем, пока не сработали. Живца-то все равно нету. Поедем, живца порыбачим. Палатку надо расправить. Поставить, сушить. Приехал, ребят, до одного места. Народу много. Вот здесь вот возле берега глубина хорошая, плотва такая крупная проскальзывает. Ну и живец тоже поклевывает. Попробуем. Мужики там на течении тоже что-то рыбалят. Сейчас попробуем посидеть немножко. Где мой трон?
сяду и закайфую. Вот так вот клево, где-то вот так нормально. Сумку, бутылочку, ведерко. Ельчик. Бля, что такое? Оторвало меня. Щуки, походу. Щуки и тут, короче, плавают. Охренеть. Срезал он. Перевязались. Попробуем заново. Крупный елец. Живец пойдет? Так, да, чуть-чуть. Потихоньку. Ну, нормально. Окунь, блин, нихуя себе. Ага. Так у меня вообще срезало здесь. Да? Да. 3 дня назад вон там он был, блядь. 2 крючка и мормышка нахуй. Да. Подряд, блядь. Я тоже тут Тут сел. зацеплюсь, нахуй. Бум, нахуй, нету, блядь. Сейчас блин, надо мне, блядь. Вот, птичка хорошая. Ты что, без прикормки, что ли? Так? Без. Коля пошел щук мучить. Я говорю, иди мучай щук. Он около твоих жарились и херачит, блядь. Интересно, сработало там, нет? Да? Балансиром, блядь. Монокль есть, посмотреть монокль. Видно, да, там вот здесь? Нет, Нет, да? нет, не видно.
Ребят, нашли нормальную рыбку, хорошая плотва, перемешку с сельцом берет, здорово. Сказал дядя Коля, говорю, сходи там на балансир, попробуй, он любитель на балансир рыбачит. Сходи, говорю, попробуй щукарей, а то, говорю, там надоели мне. Сейчас звонит, говорит, Андрюха, 300 ободков, иди, говорит, смотри, сходим. Полностью, да? Да, тут срезала. Угу. Оля, Срезала. видела, да? Ну там все и щелкало. Там как ебануло, бля, смотрю. Выгнула крылышко, бля, подошла, картошку свернула. Ага. Ну, живец, правда. Живца, сама. Так, А что там хоть поклевывать, нет что? да вон там я нашел, крупненькая клюет. Перемешку там и елец попадается. Надо пойти обратно. А я тут окуня ищу и все, блядь. Да вон на середине даже окунь попался. Ага. Да, играется, блядь. Долбит. Да, нормально долбила, блин. Хороший сидит. Завела кот. Щука есть. Завела, да. Ну 10 метров, конечно. Идет вроде, да? Да что-то непонятно. Или тащит с собой. Бля, тащит палку. Все, оторвал. Ну, тут будет в таком коряжнике, на Диколь рыбачить на них сидеть. Так я в прошлом году здесь ловил. Я, короче, вот с этого, вот Не давать, чтобы она так разматывала. 24 штуки поймал в прошлом году. Ага. Чисто на балансир, на треугольный. Он такой, наш хороший, он сделал, форма у него это, напильника, блин. Ну, И теперь ищу вот такой балансир, я найти не могу, нахуй. Ага. Эти круглые, нахуй не нужны, эти свинцилы. Для этого вот треугольник такой. нет, есть сработочки, ребят. Съезжу. Сработочка есть. Моноголь посмотрел, смотрю, стоит флажочек. Что у нас тут? Опять срезала. Ой, завела. Завела в корягу. Завела. Ну, тут коряжник лютый, ребят. Так не прокатит, тут надо сидеть на месте, рыбачить. Не знаю, сейчас попробую палкой. Вроде не сильно размотала. Попробуем палочкой. Ух ты, ребят, смотрите. Тройника нету. Тройник оторвался. Угу. Так-то вроде отцепил. Тройник улетел. Тройничка нету.
Тройника нет, тройника нет. Пришел, вот тут елец сидит. Причем неплохой. Удочки опасно оставлять. Ребят, 5 час, я остался один, вообще никого не осталось. Погода такая испортилась, хотел палатку развернуть, так толку нету, идет дождь, смысла я в этом не вижу. Сижу потихоньку, ребят, подтаскиваю, ну, елец, сорога, даже окунь на течение попадается. Интересно, конечно. Ну, такие экземплярчики хорошенькие выстреливают. Это вот сейчас буквально за час я, наверное, накидал. Периодически хожу за поворот, смотрю в монокль, но сработок уже под вечер нету. Ну понятно, щука утром в основном, ну так, питается отлично, но вечер тоже бывает. Так, хожу, просматриваю, не знаю. 5 час, в принципе, еще рыбалки можно рыбачить как 1,5 часика, наверное. Ну, целиком так особо не снимал, ребят. С утра видели раздачу, и вот так в течение дня ловлю, вот так бегаю. Ну, в принципе, нормально вот. На середочке, на течении хорошенько так поклевывает. Но рыбка тронулась, уже радует. Потихоньку, помаленьку уже идет дело к весне. И хорошая рыбка. Ну такая, и на сушку, и на вялку можно, и на пожарить. И на котлеты вообще тем более. Наловил живца, наверное, штук 20-30. И живец. Это нормально. Не знаю, подожду вечер, я думаю, что, как бы, потому что крупная рыба выходит в сумерках. Посмотрим, посидим, что будет. А так, жерлицы стоят. Не знаю, может оставлю на ночь, ребят, и завтра приедем еще. Добьем это логово щучье. Посмотрим. Сейчас схожу еще раз за поворотик, в монокль, посмотрим. А так шикарно. Остался один. Здорово, ребят, смотрите, уже почки распускаются. Вот местами уже на солнышке пошла жара. Вот у собаку так езжу, когда проверять, близко не подъезжает, чтобы рыбу не пугать. Останавливаюсь так с места ловли метров 50. Потом, если флаг срабатывает, то еду. Ну вот эта щучка, которая с утра у нас укусила нас, мы ее забрали. Сейчас схожу посмотреть. Вот так к повороту иду, потому что за поворота не видно. Вот сюда захожу в угол и смотрю уже в монокль. Ну, можно было бы еще там побаловаться. Ну там, ребят, не клюет белая рыба. Там скучно. Приходится вот здесь, в этом месте сидеть. А так смотреть. Ну и жду. Может какой-нибудь трофей хапнет. Тоже будет здорово. Под вечер, ребят, как обычно, пескарь выходит. Базара 0 хороший живец. Ну, это говорит о том, что белая рыба отошла уже, наверное. Возле берега ёрш выходит. На течение пескарь. Это уже значит, сегодня не будет выхода, я так думаю. Хотя не знаю. Всякое бывает. Пескарь уже пошел. Второй, наверное, уже попался подряд. О, нашел. Нашел плотву. Новая удочка, ребят.
Посмотрим. Что, ребята, мы будем сворачиваться. Я думаю, да, потому что туча идет очень страшная. И сегодня потемнеет раньше. Будем собираться. Пока до дома доберемся. Так что потихоньку сворачиваем. Ребят, ну вот так накидал малость плотвички, пыльцы, окуни. Ну, хороший елец попадается. Плотва тоже зачетная. Там в ведре еще уточняю. Надо потом отделить от живца. На завтра живец есть. Зубастую, которую мы забрали. Ну вот. Дождь, короче, херачит. Домой надо, ребятки. Желицы оставлю на ночь. Посмотрим завтра, что какой клондайк будет. А пока по дороге буду сюда ехать. Чуть ниже есть еще одно место. Там тоже поставим. Будем искать, короче, щуку. Так как тронулась уже. Это радует. Ну что, ребят, все, уже темно. Железо перезарядил. Да, и все поменял. Живец новый. Оставим на ночь, ребят, и завтра посмотрим. Вернемся сюда и добьем это логово. Так что все, ребят, рву когти. Идет дождь. Темно уже на камеру, наверное. Все, ребят, давайте. Ну что, друзья, всем привет. Второй день. Сегодня приехал пораньше, 7 утра. Всю ночь, ребят, шел дождь. Под утро такой сырой снег. Ехать вообще невозможно, буранится, заваливаться. Собака роняется постоянно, но потихоньку доедешь. Единственное, что вот здесь по льду, когда едешь, блин, вода просто, все на вещи просто залетает. Надо отбойник вот такой же покупать и ставить, чтобы закрывало, потому что ну невозможно, несерьезно. Одна жиличка, ребят, сработала у нас, но вымотки нету. Сейчас быстро проверяю, перезаряжаю, если что-то там не важно. Ну и ждем до 10 утра, наверное, выхода щуки. Хочу еще, ребят, продолжить немного дистанцию. Ну вот хотя бы до того поворотика, вот так. Посмотрим, ребят. Будем бить дальше это логово. Все равно мы возьмем более-менее, но хорошую щуку. Я думаю, сегодня постараемся это сделать. Дай бог нам повезет. И все, ребят. Не теряя времени, быстро прохожу по желицам. Если все нормально, то ожидаем. Попробую, не знаю, может выше здесь сесть, половить живца. Ну, единственное, здесь вот не берет нифига. Я почему вчера рыбачил за поворотом, потому что более-менее там поклевывает. Ну, в принципе, вчера вообще мне понравилось. Такие бодрые выходы. По 10 штук сразу там одна за одной. Там затишься, одна за одной. Классно, ребят. Ладно, погнали. Так, что тут у нас? Вымотки нету. Нету. Живец нормальный. Это, возможно, сам пескарь почудил ночью. Пескарь бодрый такой. Ладно, пескаря отправляем обратно. Раз, два, три, четыре. Скорее всего, это сам пескарь. Ну да ладно. Сразу, ребят, бушлатик снимаю, потому что жарко будет. Не знаю, погода такая, как вчерашняя.
неинтересная нифига. Такая же идет туча. Ну, всю неделю обещали дожди просто. С таким обилием насадков-то у нас снег просто сойдет моментально. Хотя у нас еще в поселке провода зимы даже не было. Да, интересно. Техника уже стоит. Кто-то раньше меня приехал на утренний клев. Все, гоним. Раз, два, три. 3,5. Глубина такая же, небольшая, с-подо льда. Так, первое есть. Вот хочу вот это место, мне что-то почему-то нравится. Ребят, все готово к рыбалке. Жерлицы на взводе. Ждем выхода щуки. Я думаю, сегодня будет так же интересно, как вчера. Просто понравилось. Сейчас недалеко отъезжаю, вот метров 50, может 60. Здесь, в принципе, есть местечко. Там попробую разловиться. Ну, чтобы видно было. И как только начнут сработки, сюда идем и будем рыбачить. Обычно, ребят, две мормышки, снизу тяжелая, сверху такая маленькая, небольшая. На низ насаживаю червячка со дна, а наверх добавляю парика. Лунок разбурил, штук 10. И здесь мне, в принципе, видно хорошо. И опарика. Будем пробовать. И здесь. Может, здесь рыбку найдем. Ребят, первый флаг. Перешел на вторую, получается, луночку. Сработочка. Опять тот край. Утро начинается, как говорится. Щучка вышла на охоту. Неужели срезал, ребят? Уже минутку посидел. Нет размотки. Наверное, срезал. Второго еще загнал. Немного размотала и убежала. Опа. Там капитальный тростник, ребят. По камере тот раз я видел. Раз, два, три. Так, 1-0 в пользу щуки. Счет открыт. Продолжаем. Ну вот, первая сработочка. Хотел только, ребят, идти к этому. Сработала крайне. Самая крайняя.
Прям услышал. Ну что значит выход? Опять что ли? Движуха начинается. Ну не зря поставил. Только начал разворачиваться и погнали. Еле-еле, ребят, или живец, или щука, не могу понять. Вот, раскручивает потихоньку. Я не помню, у меня тут что, крупная она, да, плотва она была. Если это мелкая щука, то понятно. Держит ее, потихоньку двигается. Ну сам живец это не может быть. О, ребят, сработка. Прям на глазах. Та же причем. Охренеть, блин. Так, ну что мы тут проверяем? Бежим туда. Так, ну тут мы взяли. Живец есть. Так, ну бежим туда. Опять в пиявках. Мелочь пузатая. Та же, которую я поставил, что ли, ничего. Ох, ребят, там мотает страшно, блин. Потихоньку подходим, потому что глубина вообще маленькая. Да, вроде та же. Долго набодалась. А там пескарь у меня здоровый. Мелочь пузатая опять начала тут исполнять. Что, ребят, не крутит больше. Подсекаем. Зараза такая. Раз, два, три. Маленькая плотвичка. Если сейчас возьмет, то достанем ее спокойно. Ну что тут у нас? О, она отцепилась еще сама. Молодчинка. Опять пиявки, ребят, смотрите. Не знаю, пескарь вроде более-менее живой. Попробуем второй раз пескаря продвинуть в нашем деле. Раз, два, три. С кровушкой пескарек. Не знаю, протянет, не протянет. Посмотрим. Пескарь здоровый был, но я вроде шевелится нормально. Три 1 в пользу щуки. По расписанию. Что, ребят, тут попробовал, ну, вплоть-то вот, может, метров 30, вот так, весь пятак обходил, в старой лунке побурил. Ну, нифига. Ну, вот видите, что значит, что вот рыба реально стоит на месте, вот тут ловим ее, допустим, день-два, потом она смещается, и смещается, в принципе, неплохо. По метров 150-200, вот так как-то она получается у нас. 3 поклевочки, вот одну мы поймали. И все.
Тишина. 9 часов. Долгая испить Чайковского. Посидим, подождем. 2 живца у нас еще есть. Не знаю. Я все надеюсь, ребят, что поймать здесь крупную щуку. Потому что, ну почему бы нет? Если есть небольшая щука, значит крупная где-то рядом тоже стоит. Ну, это лично мое предположение. Место перспективное. Идет свал вот такой с берега. Там такие баланы по камере глубоко. Почему бы там не стоять хорошей крупной щуки? С детским садом все понятно. А вот с крупной непонятно. Ну, посидим еще полчасика. Если не будет сработок, поедем рыбалить белую. Ребят, 2 сработочки. Сейчас, получается, в начале сработало и в конце, где мы ставили жерлицы,
3 штуки я добавлял на последнюю. Была поклевка, это на предпоследнюю. Ну и что тут у нас? Опять, наверное, срезала живца. Зацепила. Раз, два, три. Пискари клюют на течение. Плотвичка вот утром хорошо вышла. Вон какие мутанты, ребят, смотрите. Все равно ждем красавицу щуку. Можно даже повыше поднять. И предпоследняя. Собрался, жерлицы смотал. Вот под вечер были 3 сработки. Вся та же крайняя жерлица. Возможно, ребят, бьют те же щуки, которые я их отпустил. Ну, факт в том, что за 2 дня получается 18 сработок, ребят. Поймал, отпустил, ребят. Ну, дело даже не в этой щуке, как бы. Я хотел, как бы, посмотреть, если трофейная щука. Ну, потому что интересно, щучье место. Много мелкой щуки, а вот крупных даже хотя бы за килограмм ее нету. Ну, для себя какой-то эксперимент. Технику, ребят, покупалась для того, чтобы делать вот такие эксперименты, ездить разные разведки. В данный момент, ребят, можно приезжать каждый день сидеть, ловить плотву. Плотва хорошо берет, и лес неплохо попадается. Но я вот ради вот этой техники, ребят, катаюсь, экспериментирую, потому что для меня открываются новые возможности, новые планы, так скажем. Потому что какое-то в определенное время, ребят, я ходил каждый год, вот ловили мы вот эту плотву, вот, а сейчас мне охота экспериментировать, какие-то новые рыбалки, я не знаю, там разнопланово пробовать и так далее, ребят. По щуке узнали, было интересно. Спасибо месту. Кого зацепил, поранил щучку, простите, извините, живите, вырастайте вот таких размеров, все равно мы за ними приедем и поймаем. Правильно, братва? Живец наловлен, ребят, за пару дней поймал килограмма 3-4 плотвы, ельца, так что и сковородочка, и жарежка, ребят, у нас есть, так что все нормально, живец наловлен, завтра попробуем съездить куда-нибудь еще. Всем хорошего настроения, ребят, хороших уловов, хорошей погоды, ребят, ну и давайте, как обычно, на рыбалку с детьми, с женами, ребят, не сидите дома. Дрюня погнал, всем мира, пока. Тарарарай, тара, тарарарай, тара. Ну, с Богом.